Генеалогия в генетической науке носит информацию о данных происхождения рода и так далее. Чеченцы-акинцы. Генетика. Чеченский форум на основе акинских преданий про их предков и других преданий, а также на основе генетических данных из генетической базы чеченского ДНК-проекта FamilyTree Chechen Know-How DNA Project приводит генеалогию акинских родов. Это уникальная информация, в которой много интересного и которую, безусловно, должны знать чеченцы-акинцы. Приводится следующая генеалогия родов. Род Вакхалана Пулада, YDNAG2A1 коренные этнические акинцы. Род Дудара, YDNAG2A1 коренные этнические акинцы. Род Таалы, YDNAJ1 коренные этнические акинцы. Род Турпала, более известный как Туркхелей, Туркхей, Туркой, YDNAJ2 коренные этнические акинцы. Род Джархай, Жарой, Живой, Жай, YDNAJ2 коренные этнические акинцы. Род Вабуа, Уобас, Вяпий, YDNAJ2 коренные этнические акинцы. Род Акхмерда, Акхмара, Акхберга, YDNAL3 коренные этнические акинцы. Род Арштхо, YDNAL3 коренные этнические акинцы. Чеченский историк Лича Ильясов в своей огромной книге по истории чеченцев пишет: Аки – горная часть Чечни, граничащая на юге с Кей, на востоке с Нашхом, на западе с Илхарой, на севере с районами чеченского общества Орстхой. Когда-то область была густо заселена. Руины башенных селений Зингали, Битцы, Кэрити, Воуги, Ами и Тиркале до сих пор напоминают о суровом прошлом этих гор. Основным занятием жителей Аки являлось скотоводство и земледелие. Кроме того, они славились как прекрасные охотники и воины. Акинцы приняли активное участие в Кавказской войне в отрядах имама Шамиля. Многие укрепленные селения осаждались царскими войсками, многие башенные строения были разрушены во время штурма и обстрела из артиллерийских орудий. М.А. Иванов, посетивший Аки в начале прошлого столетия, писал об этом. На возвышенных площадках разбросаны каменные сакли нескольких отселков старшинства. Они группируются в большинстве случаев вокруг старинных башен, которыми вообще богата эта местность, служившая в отдаленном прошлом ареной бесконечных расприй и междоусобиц, а в ближайшую эпоху – борьбы Шамиля с русскими войсками. Об этих последних событиях среди населения сохранились еще свежие воспоминания. Рассказывают о том, как брались русскими крепкие башни, как гремели пушечные выстрелы и артиллерийские снаряды разбивали твердыни горцев. Чеченский историк З.А. Тесаев выпустил статью, посвященную акинцам, где он записывал рассказ акинца Х.М. Эльмурзаева. Он пишет: Х.М. Эльмурзаев. «Я слышал от старших, что нас назвали Акхи, потому что предки нашего племени очень любили коней, на них они мчались по всему белому свету, когда в войнах мы пережили трагедию, близкую к полному исчезновению. Наши предки, не желая сдаваться и идти на поклон врагу и соседям, перешедшим на их сторону, уходили с тех мест, и это было не раз. Говорят, поэтому нас назвали Акхи, то есть охотники, беженцы, горцы, намады, как нас только не называли, но это имеет под собой основу. Предки акинского племени постепенно осели в Осетии, Горной Чечне, Дарьяле, Ставрополе и Нохчи-Аухе до самого острова Чечан-Нахчо. Дополнительные данные по всей этой информации можете найти по следующим источникам: Грамас, Чеченская республика, чеченцы, тейпы, Акхи. Глава 3. ДНК горных акинцев, Нахчинча. Лича Ильясов. Тени вечности. Чеченцы. Архитектура, история, духовные традиции. З.А. Тесаев. Области Ака и Терлой в материалах Ю. Ш. Тавбулатова. Конец XIV, начало XVI века. По чеченским преданиям, акинцы относятся к древнейшим чеченцам, также древнейшими считаются мелхинцы и другие.